Ну и дальше поедем проверять наши сеточки, поднимать наши сеточки. И зрители Дзен премиума увидят, что же нам попалось на сети на этот раз. Как-то вот так. Ну вот мы и приехали. И смотрите, как изменилась вода за 3 дня. 3 дня назад мы накачивали лодку. Вода была до сюда. Все было под водой. Даже костер там был под водой мужиков. Все, полностью, все луга были под водой. И теперь вон, смотрите, как она упала. Еще пару дней, и вот этих луж уже не будет. Но наши сеточки пока в воде. И так что пока есть вода, есть надежда, что что-нибудь да там попало. Мы сегодня все равно снимаем. Выход в реку уже закрыт, так что, скорее всего, язь, который был, он уже ушел. И на большой улов сегодня рассчитывать не стоит. Но посмотрим, видно будет, да? Что-нибудь да поймаем все равно. В той протоке по-любому там еще ведерочка, как минимум, я так думаю, будет 2. Даю прогноз, 2 ведра. Вот такую 20-ку точно большую поймаем. А, еще на озере там, наверное, есть. В общем, пару ведер, я так думаю, должны поймать. Погнали. А ясь, который не уходит, погибает? Не, нет таких язей, что не уходят. Они все равно все уходят. Вон, одна трава уже осталась. Если раньше выкашивали это все, сейчас никто не косит. И как бы с травой похуже, скажем так. Дергается, сейчас у берега. Да? Ага. Ну там-то может быть еще что-то и попало. Нет, смотри, одна рыбка есть. А-ха-ха. Одна рыбка есть даже здесь. Вот она. Вот он язек, он второй. Так что еще не весь язь вышел. Так что что-нибудь да еще мы половим. Так. Ты давай подгребай, нас поднимает же ведь. Сегодня у нас ветер, не забывай. А я люблю ветер. Так. Грести лучше, конечно, жопой туда. Удобнее, так сказать. Сегодня, если в тихую погоду без ветра можно и проверять одному спокойно, то с ветром такая фигня не прокатит. Есть рыба сегодня, так что еще, пока сегодня еще рыба выходит. По идее, даже сегодня можно оставить, но не будем. Запланировали 3 дня рыбалки. Значит, 3 дня, значит 3 дня. Окунь даже есть. Вон какой хороший окунь. Закрутился, завертелся. Даже окунь остался. Я думал, последний выходит язь. Так, видно, надеюсь, да? Вот какой красавец окунярик. Через ячею он точно не пролезет. Как-то придется его пожертвовать. 4 есть еще. Больше пожертвовать пару ячеек придется порвать. Потому что окунь хороший. Уже пальцы болят от этих сеток. Ну, так вот. Раз. 2. Ладно, потом раскрутим. Туда. На кусты-то не лезь. Вот. Распутывать не буду, потом дома распутаем. Ох, как заклевало-то. Получше, чем продольники, но помельче. На продольнике ветер тоже. Да, ветер вообще, мне кажется, любая рыбалка не очень. Так, что у нас дальше? Давай подгребай. Греби. А? Да, еще окунь. Убирай там эти сетку.
по большой воде окуня не было, вода упала, и вон второй окунь. Как ни странно. Если честно, неожиданно немножко. Подгребай, подгребай. Как-то вот так. Опачки. Рыбалка сетями не такая уже интересная, скажем так, но зато продуктивная. Где бы еще за 3 дня столько рыбы поймали? На удочку бы точно. Он 2 донки Коля закинул. До сих пор стоят ни одной поклевки. А нет, вообще-то одна поклевка была, говорил он. Поехали дальше. Давай, 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 греби. Нас ветром сносит. Так. И так, о, там еще есть. Так что я, если честно, не ожидал сегодня такого улова. Думал, воды мало. Рыба вся уже вышла. Вон. Меньше метра воды осталось. Рыба до последнего. Не знаю, где она выходить будет. Мне кажется, там уже выход закрыт, наверное, уже. Но если рыба есть, значит еще выход должен быть. Хотя течения вроде уже нету. Так, все. Все, кончилось. Ну вот. Почти 1:30. Не, чуть меньше. Но у нас еще вторая сетка есть там. Так что, я думаю, как вчера будет. Ведерочка-то будет по-любому. Сеточку подняли. Подъехали к второй. И как видим, рыба здесь тоже есть. Вон, с самого начала. Вот она. Ну, еще чуть-чуть. Так. О, веревка. Вот как так вот? Воды нету, блин. А рыба есть. Вода уже упала ниже плинтуса. Рыба вон каждая чья. Хорошо, что сегодня сети поднимаем. Так бы замучились распутывать. Консервный размер. Самый раз. И никакой другой рыбы, одни язи, блин. Хоть бы пару стишков для разнообразия. На малосолочку. Хариуса здесь точно нет. Хариус на луга не идет. Щуки почему нет? Вот тоже удивительно. Ни одной щуки за 3 дня не поймали. Ни одной щуки. Но как вы так умудряетесь запутаться? Кто вас так учил? Отец крайних лет. А? Отец крайних лет? Да, пожалуй, сегодня у нас даже будет максимальное, мне кажется. Даже в ведро не влезет. Позавчера ведро было. Чуть-чуть не полное, вчера чуть меньше. Чуть больше 2/3 ведра где-то. Сегодня, мне кажется, ведерочка не влезет. Ну ладно, не будем загадывать, посмотрим. Вот они. Зашпиговались. Если честно, немножко даже неожиданно. Я уж думал, воды мало. Рыба уже вся вышла. А нет, смотри.
Ждала до последнего. Так что еще предстоит работка по чистке рыбы. Как-то вот так. Ну ладненько. Че? Вон, сами видите, да? Вон какая красота. И там есть. Вон, ведерочки, я надеюсь, добьем. Выключаемся пока. Так. Ведро у нас, как мы видим, уже полное. А язики продолжают идти в ряд. Выстроились тут. Целый конвейер. Уже ведро с горочкой. Уже выпрыгивает. Так что последний, третий день оказался, по крайней мере, на этом месте самый продуктивный. Первый день хорошо, второй день чуть меньше, а третий день больше всего. Одна здоровая дырка была, я не знаю, кто здесь похулиганил, или бобер, или выдра, или что. Просто сеточка порвана вся, здоровенная дырка была. Кто-то здесь был. Как-то вот так вот. Вот уже все, уже выпрыгивает. А рыба все идет и идет. Ладно, посмотрим, сколько там ее будет. Ну, почти все уже. Конец сетки. Очень смело можно сказать, килограмм 20 влетело в 2 сеточки. Янцкаден. Так, рыбалка у нас только началась. Подняли 2 сеточки. Полная двадцатка. Даже с горочкой вон. Так что высыпаем, чтобы, опачки, не таскать лишний груз. И едем дальше собирать урожай. Опа, ниже. Вот так вот. Как картошку собираем. Так, вот еще тут. Ну-ка. Разные эти, да? Что на продольнике, что здесь. Вообще. Эти рядом даже не стоят, которые в русле. Все. Пока все. 20 килограмм. Точно есть. Одну рыбу вижу. 2. В общем, эта сетка стояла у нас по течению вдоль, потому что течение большое еще было. А рыба здесь попадала так себе, ну, плохо. Вчера переставили ее, поставили поперек. Только вчера, потому что течение как бы перестало бить. Тиховод получился. И вот сразу результат налицо. Рыба уже есть. А вдоль по течению стояла, ее просто натягивала. И ничегошеньки там не попадало. Так что, когда здесь течение идет, ее вообще смысла не ставить, а по малой воде ставить можно. Еще здесь гуляет. Не так, конечно, как там, не сплошняком, но он есть. Сколько миллионов этого езя, да? На Печоре, когда на таком маленьком участке есть тут тысячами, блин. А Печоры их они миллиарды, там как саранча развелись в твою дивизию. А это ведь хищник. Он уничтожает
все живое. Всех мальков, всю молодь рыбы. Па-па-па-па-па-па. Все. А нет, там есть еще парочка головастиков. Ну как-то ты. Давай тут в ту сторону тогда уже. О, сейчас она ветром будет натягивать и все. Просто поддерживать, чтобы чересчур уже не натянуло. И все. Вот там еще парочка есть. Ну немного. Но есть. Помогай, правой так греби. Тут еще, если бы луг был выкошен летом, прошлый год, если бы сенокосчики занимались этими лугами, то вообще красота была. Не было бы этой травы, не было бы этих шиповников, кустов. А так как никто этими лугами не занимается, все зарастает, и скоро такой рыбалки уже здесь не будет. Лет через 20 здесь все зарастет кустами. Везде будет шиповник только. Если кто-то из рыбаков не будет выкашивать чисто ради рыбалки хотя бы. Ну, профиля-то делать будут некоторые все. Ну все, что там еще вон. Вижу там раз, два, три рыбки. Ну, рыбок 10, наверное, еще. Не густо. Так. Посмотрим, что нам дала белая глубокая финочка на глубине на озере. На озере, ну, тут тоже глубоко. И сеть глубоко. А сегодня уже, походу, нет. Вчера здесь рыба-то была, сегодня нет уже. Натянула ее. Видишь, вдоль она тоже. А рыба, видать, гуляет поперек. Это пустая. Натянута как струна, блин, конечно. Но вчера здесь рыба была. Вон один тотчас уйдет, наверное. Нет. Дошел. Одиночка. Одиношенек. И все, что ли? Как-то вот так. Не всегда коту масленица. На мели, главное, густо, да? Вот. А на глубине пусто. Так что не всегда правило то, что рыба ищет где глубже, работает. Давай, иди. Еще что-то есть. Еще язек. 3 язя. Три залетных язя. Еще четвертый. Значит, здесь уже рыба вышла с глубины. Странно, да? На мели есть, а с глубины вышла. Чудеса. Сейчас посмотрим еще на озере, что скажет. Может, она в первую очередь с глубоких мест выходит. Да, все. 4 язя. Или 5, не помню уже. Ну и на том спасибо. И тащили лодку на озеро. Здесь у нас сороковочка, но мне кажется, я чья крупнее даже сороковки. И давай подъезжай, не стесняйся. И как мы видим, уже язек один, рыбка одна уже есть как минимум. Вчера мы все-таки карася здесь поймали, карасика Петровича. Так, вот они, язечки. Раз, два. Есть еще. Значит, ну, значит, еще есть выход. Летом их здесь не поймать. Ни одного язя здесь не останется. Все выйдут.
Ну, посмотрим сейчас, сколько будет. Тут вот запомнили, да, сколько тут? Где-то меньше половины. Вчера мы здесь сколько? Ведро-то взяли, да? Около ведра. Посмотрим сегодня, сколько нам даст проверка сетки на озере. Одна единственная у нас здесь озерная сеточка. Так, мы, наверное... А? Ну, давай. С той стороны. Давай. Ты развернулся, не гребешь. Все. И прям сразу ее сделаем красиво, чтобы потом собрать еще натяжку и все. Но не густо, поменьше, чем вчера, по-любому будет. Значит, уже основная масса все-таки вышла. Вон на каждые 5 метров по одной рыбке. Ну и то хорошо. Что попало, то значит наше. Ну да. Ну вот, в принципе, как и вчера. Проверили всю сетку. Вон, конечно, через 5, через 7 метров рыбка. А возле самого берега, вон, опять накидала. Получается, они плавают в траве вот этой, получается, да? Вот тут вот возле берега. Основное озеро же там еще глубина, тут еще получается залив. И они тут, получается, плавают. Так что пока отсюда поснимаем, у нас, я так думаю, почти ведерочка-то и будет как раз. Хоть дождя сегодня нет. Блин. Ну вот, наконец-то закончили проверку нашей сетки. В принципе, так же, как и вчера, да, наверное? Или вчера чуть-чуть больше было. И опять у нас вон один такой наш золотой карасик. Закинули на озеро сетку именно ради вот таких карасей. Но не знаю почему. То ли он не гуляет, не ходит, то ли он гасится от этих язей. Карася здесь есть. После таяния льда, если закинуть сетку, карась попадает. Но сейчас почему-то после половодья его здесь нет. Все, теперь... Вон, смотрите, сколько вода упала. Вчера вот это закидывали. Сантиметров 30 получается, наверное, по высоте. Да? Если так. 25-30. Осталось собрать. И переезжаем за гребку туда, на канаву. Туре лужа уже осталась. Когда мы со сельчом закидывали сети, опрокинь, чтобы вода лишняя вытекла. Саш, у нас тут была только вот такая небольшая гривка 3 дня назад. Вот это озеро, тут все было в воде, тут утка взлетала, все. Вот, за 3 дня с огромной водной акватории остались только лужи, озерца. О, утка там сидит белая или что-то такое. Ну-ка сейчас ради прикола пройдусь вдоль берега. Я так думаю, в этой сетке рыба должна еще быть. Хотя воды здесь практически уже нету. Вон кусты полностью высохли. Нет, вижу, есть. Есть еще рыбка. Вон язь. Второй. Но уже более-менее. Третий там. На мели уже здесь нету. Так что мы еще покидаем язечков, Саш. Еще язечков покидаем, говорю. Что, поехали дальше. Где там вы были? Где-то здесь, вот. Первый пошел, вижу. Первый пошел, второй пошел. Какие мы шустрые. Ох, коряга. Какая
Какая коряга. Коряжная коряга. Ну что, не густо что ли? О, еще один. А там вот вчера-то возле берега хорошо было, сегодня уже поменьше. Все-таки, видать, основная масса уже выскочила. Вот она в конце и была, наверное, да, что сегодня? На выходе. На выходе уже, ну. Отсюда-то в первую очередь сматывается, а там уже все, наверное, перед закрытием из-за этого. Но там, значит, еще тоже может быть, там другой выход у них, там, за бугром. Блин, не подьячию. Пустая сеть-то почти. Верхняя сетка пустая, все уже. Это последние уже, которые опоздавшие. А там все уже берег, видишь, вон. Это, видать, вот здесь что было немножко. Они запутались. Остальные все уже вышли. Уже все. Сейчас, если только возле берега, может быть, немножко еще. О, запуталась. Я же говорю, возле берега на мили, может быть, еще пару везечков будет. И все, одна трава уже. Как-то вода очень быстро упала. Я сюда пришел. У меня Зи на траве прыгает. Тогда вообще моментально упала. На глазах. За день, наверное. Года 2 назад. Все. Я говорю, весенняя рыбалка сетями. Заготовка, так скажем, рыбы. Это короткий, но продуктивный метод. Можно за 2-3 дня наловить столько, сколько ты месяц будешь продольниками ловить. Куда-то зацепилась, да. А вон. Ладно. Включаемся. У тебя вон за баллон зацепился. Тут бы расстрелять можно было капитально их. О. Хорошая стайка. Я сначала думал, чайки орут, бля. А это гусики налетели прямо так низко еще, да? Они хотели, наверное, сесть сюда, отдохнуть на остров. Красота. Без ружья всегда так. Как фоторужье. Да, засняли. Мы это засняли. Ну, одного крупного язя все-таки мы увидели здесь. Печорского которого. Вот такая колбаса. Замучились отцеплять, ветром нагнало мусора. Вон, весь мусор в сетке. Еле-еле распутали. Вот один. Какой. Вот такие на продольники попадают, считай. Даже крупнее бывают. Блин, сегодня мы до темна придется собирать эти сети, блин. Если такая херня будет. Так, ну что. Предпоследняя сеточка у нас. Здесь у нас вода вначале немножко в канаве здесь есть. Так, все, назад. А дальше там уже все высохло, уже вон, уже даже воды нет, луг вышел. А тут в канаве, как мы видим, еще я... Ох ты, красавец, смотри, какой сиг. Энцкаден. Вон второй сиг тоже. Тоже сиг, оказывается, до последнего ждет. Дождались мы все-таки сишков. Вот такие красавцы сиги. Мы все плакали, что нету при лове у нас ничего, кроме язей. О, малосолочка у нас обеспечена. Приятно. В русле бы, конечно, если кинуть сеть, то там шансов больше сига поймать. Он там в кустах живет. Ёшкин кот. Ай.
Блин, пальцы уже болят. А тут почему-то он мало заходит. Ну заходит. Вон, какие красавцы. 45-очный сиги даже. Дождались. Вон 2 сига. Красота. Так, и что еще у нас? В канаве уже здесь. Ну вот здесь вот на профиль поставить, может быть, сиг-то бы и влетел, но его прошлый год мы не чистили, ну и никто же, конечно же, не чистил. Если бы я почистил, тут бы, наверное, сети уже стояли у кого-то. На готовенькие это. А так, чистить лень, оставить всегда, пожалуйста. Так, что здесь, сига нет? Нет, 3 язя. 3 язечка. Ну и там, наверное, уже все в траве, уже ничего нет. Так что, не знаю, наполним это ведро, не наполним. Там еще одна сеточка есть. Ну и 55-ка. 55-ку-то, наверное, точно никто же не улетел. Для эксперимента поставили 55-очку. Поймала за 2 дня одного язя только. Который у нас, ох, вот этот более-менее. Он даже не влез. Хорошо, что хоть не запутался сильно. Лезь в обратку против шерсти. Так. Крупного язя будем на продольнике ловить. Все. Здесь уже трава. Здесь уже рыбы нет. Так, ну вот и доплыли мы наконец-то до нашей экспериментальной 55-очки. Метр вода упала. Мы вчера перевязывали, не помню ее. Ну-ка, подъедь. Перевяз, наверное, нет так. Ну и чё? Ничего. Кроме мусора, ничего. Никто не дергается. Поплавки на месте. Так что вот так вот. Крупной рыбы здесь нет. На Печоре она есть, на реке. А в заливах, ну или может быть вышла она в первую очередь, или она не заходила крупная. Кстати, вот чистили мы рыбу, которую ловишь с Печоры, она вся с икрой. Вся, 95% с икрой. А здесь, на заливах, видать, один молодняк. Редко какой есть с икрой. Вроде бы он должен нереститься сюда заходить, а нет, ничего не нерестится. Вон, ни одного. Мы уже, она вдоль стояла, поставили уже поперек ее, и все равно ничегошеньки. Туда к берегу, Саша. Все, ни одной рыбки. Как-то вот так. Я чья разница. Все. Сколько у меня тут заряд батареи-то садится, уже батарея. Аккумулятор на исходе. Подъехали к последней сеточке. Все. Проверяем. Поднимаем. Это самая верхняя сеть. Ну, что-то еще и дергает. Значит, еще и здесь глубины хватило. Не знаю сколько. Ну, не густо. Вон. Ведерочка, чтобы добить килограмма 4 надо. И сейчас мы это посмотрим. Накидаем мы килограмма 4, не накидаем. Будет видно. Сетка капроновая. Мягонькая. И рыбы уже немного, не густо. Все. Кончилась рыба. Вся вышла. Почти вся. Конечно же, не добили. Все. Дальше уже суша. Луг. Вот он. Вот луг. Вот кусты. Вся рыба отсюда уже ушла. Ну, общее подведение итогов. Ну, могу примерно сразу сказать, что первый день сколько поймали, на второй день примерно половину. Ну, а сегодня половину-половины. Как-то вот так примерно. Ну, посмотрим. Приедем на место, все уберемся и сделаем подведение итогов
за день и вообще за всю рыбалку. Я убью тебя, лодочник! Все. Солнце опустилось за горизонт. Так, ну все, наверное, здесь придется перетаскивать уже. А нет, это назад. Сейчас перетащим и все. Ну вот, пока сушится лодка, можно подвести итоги. За сегодняшний день мы поймали примерно раз, два, три, 4, 5, 6, около 6 ведер рыбы. Вот. Ну, вчера где-то было чуть больше, около, наверное, 8, да, 9 может быть. И около 13-14 ведер было первый день. Вот такая вот короткая. Еще и продольники, да. Нет, я про сети говорю, имею в виду. Такая вот короткая, но продуктивная рыбалочка. Сетями испокон веков ловили рыбу наши деды, наши отцы. По закону разрешено до 15 июня с распаления льда ловить. Ну и летом смысла нету сети ставить. Как бы я летом тоже не ставлю, немного весной, потому что мужикам надо было за короткое время поймать больше рыбы. И осенью рыбачу в октябре, когда заготавливаю рыбу на зиму. А так продольнички, удочки, спиннинг вполне интереснее и как бы хватает. Как-то вот так. Этот материал вы смотрите только на Zen Premium. На других платформах закидывать не буду, потому что очень много негатива, многим не нравится. Но что есть, то есть. Показываем без обмана нашу жизнь. Как раньше ловили наши предки, так в принципе ловим мы. Как-то вот так. А теперь помашите Александру ручкой. Всем пока. Спасибо за внимание. Огромная благодарность всем подписчикам Zen Premium. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Вечерней проверки продольников не знаю, будет сегодня, не будет. Пока приедем, возможно, уже будет темно. Да и холодно сегодня, собачий холод. Может быть, оставим до завтра. Завтра у меня рабочий день. Скоро перееду в деревню, там уже будем проверять почаще. Как-то вот так. Увидимся на канале.